событию был отдан актовый зал Карачаевского дома совета. Недавно в этом городе состоялась презентация первого сборника детских песен на языках народов Карачаево-Черкесии и первый фестиваль детской национальной песни. Впервые за много лет дети пели на сцене. Автор сборника, инициатор фестиваля и один из его организаторов – карачаевская поэтесса Байдемат Кичерукова. Первого фестиваля детской национальной песни в нашей республике такой фестиваль такого масштаба проводится впервые. Зал забыл о своих делах и шалостях и весь внимание. Ура! Спасибо. Первые звуки фестиваля, народные мелодии в исполнении известной гармонистки Светланы Выковой и дулиста Шамиля Хубиева. Самые маленькие его участники – ребята из детского сада Вики. Они пока не поют, но лезгинку танцуют сознанием дела. Старый друг, шайтанчик, Аслан Чанкаев. Детский фестиваль без игры немыслим. И здесь получил возможность поиграть не только Аслан Чанкаев, но и начальник управления культуры Султан Сеитович Темиров. Аслан в роли министра, а Султан Сеитович выступил в роли 10-летнего мальчишки. На сцене бабушка и внучка, Аполистан Алакаева и Зухра Данаева. Они исполняют сатирические куплеты о перестройке. Автор – бабушка. Потом еще Зухра пела самостоятельно, и тоже сатирические куплеты, которые вызвали заинтересованную реакцию зала. Зухра была счастлива, они с бабушкой в числе лауреатов фестиваля. Песню о своей родине исполнила Амина Шидакова. Амина – руководитель группы «Юность», талантливый музыкант и композитор. Она представила на фестивале и свои песни.
Это один из главных призов фестиваля «Золотые сережки». Назвать их главным стимулом было бы неправильно, но получить в награду приятно. Аминат – лауреат фестиваля. Такой же приз получила Аида Декушева, с ней вы встретитесь несколько позже. Давлет Сизаруков, десятиклассник, мечтает стать профессиональным певцом. Жюри фестиваля отметило его музыкальность и артистичность, присвоив звание лауреата. Так что, возможно, у него все впереди. Лауреатом фестиваля стал и Ислам Хубиев. Большой интерес вызвали на фестивале показательные выступления. Группы карате Карачаевского центра детского творчества, руководитель Хусейн Тахчуков. И группа акробатов этого же центра под руководством Саркисовой и Калмыкова.
С особым вниманием зал следил за выступлением своих земляков, артистов Москонцерта Людмилы и Джамбулата Уртена. Выставка работ карачаевских ребят привлекала внимание в течение всего фестиваля. Посмотрите, с каким мастерством и старанием они сделаны. Ребята, которые смастерили все эти поделки, занимаются в Центре творческого воспитания города Карачаевска. Школа аула Дингири. И снова на сцене танец в исполнении танцевального коллектива Центра детского творчества, руководитель Джамбулат Эркенов. Руководитель Джамбулат Эркенов. В конкурсных выступлениях приняли участие ребята из многих районов Карачаева-Черкесии, Петучки-Кена, Нижней Теберды, поселка имени Орджоникидзе, Усть-Жигуты, аула Джангири, поселка имени Кастахи Тагурова и многих-многих других. Каждый коллектив подготовил свою интересную, самобытную программу.
Аида Декушева поет в популярном ансамбле «Бапанхалла». На сцене она не впервые. Песни может исполнять на всех языках народов Карачаево-Черкесии. Она тоже стала лауреатом фестиваля. Вы председатель жюри, вы продолжительное время уже слушаете выступления на фестивале. Надо полагать, у вас уже сложилось какое-то мнение, какая-то оценка, ну, скажем, музыкальной стороны творчества. Здесь много самостоятельных работ в области музыки, не только в области вокала. Скажите несколько слов об этом. Вы знаете, действительно, можно и здесь какое-то представление, можно говорить, от прослушанного. Но что бы я сказал прежде всего? Конечно, честно говоря, я ожидал больше в смысле в творчестве. Ведь по существу исполняются песни, которые уже популярны уже много лет. Некоторым песням, вот как сейчас была исполнена песня «Який Джурек, два сердца», но написано еще 30 лет тому назад. Знаете, это хорошо, что они исполняются, что народ их поет, тем более, что дети. Но, тем не менее, вот таких ярких произведений, таких самобытных, оригинальных произведений, к сожалению, все-таки маловато. Что меня еще немного огорчает, это то, что песни эти в основном написаны как-то мало выразительные. Ну, в каком смысле, что они не колоритные. Вот чувствуется, авторы, вот сегодня исполняем произведения, они просто плохо знают творчество, поэтому они теряют колорит. А когда колорита нет, музыка долго жить не может. Ведь основа всей хорошей музыки – это колорит, народный колорит. Вот. Что бы еще хотел сказать? Конечно, в то же время, что приятно отметить, что было очень интересно, хороших исполнителей услышали, молодых, одаренных, которые в будущем, видимо, в скорое время скажут еще о себе. Я смотрю, вы здесь с самого начала концерта наблюдаете за всем очень внимательно. Будьте добры, ваши впечатления и как вы считаете, вот подобное происходящие фестивали, в общем-то, они нужны в культурной жизни республики или, может быть, нет? Безусловно. Вы знаете, уже одно то, что этот фестиваль проходит сегодня первый раз в нашей республике, я считаю, что это большая заслуга организаторов. И мне хочется сказать им огромное спасибо. Может быть, не все удалось так, как задумано, но в любом случае это здорово, что фестиваль состоялся. Я, как преподаватель родной литературы карачаевская, очень счастлива, что все идет на родном языке, на осетинском языке, и дружба народов не забывается. Мне очень нравится фестиваль. Конечно, надо было продумать, может быть, сценарий как-то, но это первый раз. Очень, очень хорошо, что он вообще состоялся. Султан Ситович, здесь вот такой большой праздник идет, такой обширный концерт, в котором принимает участие прямо едва ли не весь Карачай. Но концерт концертом. А как вы считаете, все-таки в чем главный смысл нынешнего события? Ну, главный смысл нынешнего события, несомненно, в том, что интерес к искусству, к нашей истории, к языку возрождается вот посредством сегодняшнего мероприятия и таких же мероприятий, которые у нас сегодня проходят. Вы, наверное, обратили внимание, что в зале очень много детей. Вот. А это говорит о перспективности сегодняшнего мероприятия. Если дети заинтересованы, если дети вот в течение 4 часов сидят в этом зале, слушают, аплодируют, соучаствуют с тем, что делается на сцене, я думаю, что будущее есть. Одна интересная деталь. Центр детского творчества, который проводил этот фестиваль, относится к городскому отделу народного образования, заведующий Заур Исмаилович Акбаев. А это значит, что эстетическое воспитание детей здесь рассматривают как часть учебного процесса. И, конечно, необходим профессиональный сборник
песен для детей на родном языке, ведь до сих пор его не было. Сегодня у нас действительно очень большой праздник. Презентация первого в республике сборника. Сборник у нас получился интернациональный. Здесь песни на карачаевском, на гайском языках, есть песни на русском языках. И заслуга в этом составителя сборника Байдемат Кичеруковой. Она известна больше как поэтесса, но по этому сборнику проявились ее огромные организационные данные, способности, человеческие способности, что она смогла собрать столько людей, нашла таких людей, которые были верны ее слову, ее пожеланиям, и в итоге получился такой у нас сборник. Байдемат, по-человечески просто хочу сказать большое спасибо за весь труд, который вот сегодня наши дети увидели. Мечта, о котором она мечтала, будем говорить, о том, чтобы наши дети пели на своем родном языке, я думаю, сегодня сбылась. О том, что дети наши начали изучать родной язык, это тоже сбылось. Хочу вручить почетную грамоту от имени Республиканского фонда культуры Байдематке Мазановне. А в этой грамоте сказано следующее. Карачаево-Черкесский республиканский фонд культуры выражает вам сердечную признательность за большой вклад в эстетическое воспитание детей, создание первого репертуарного сборника детской песни, пропаганду национальной песни. Убеждены, что вы и в дальнейшем будете вносить свой вклад в развитие культуры нашей молодой республики во имя ее процветания и счастливого будущего детей. Итак, Байдемат, пожалуйста. Потому что культуру, искусство, наши традиции делает, будем так говорить, не министр культуры делает, если так говорить, а делают такие вот люди, которые отдают всю себя искусству, культуре своего народа. Я знаю, каким трудом ей дался этот сборник. Много раз мы с ней встречались. Во многом, может быть, и я не смог ей помочь. Но я хочу сказать, что рад и горжусь, что у моего народа есть такие прекрасные дочери. Спасибо тебе, Байдемат, еще раз. Одну из песен, опубликованных в сборнике, исполняет Мариам Джанибекова. Таким мальчишкам и девчонкам, у которых должны быть свои песни на родном языке, и адресован этот сборник, созданный карачаевскими музыкантами, поэтами, организованный и изданный Байдемат Кичеруковой. Завершался фестиваль шумной, поребячей непосредственно всеобщей суетой на сцене. Сборник, написаны хорошие стихи, есть ученики ваши, есть любимые исполнители. Зачем вам еще вот такой огромный фестиваль? Вам уже можно спокойно сидеть дома и тихо писать в тишине. Вы знаете, Татьяна, фестиваль это была моя наивысшая точка в песенном творчестве детей. Наши дети не пели.
Такого мероприятия я не видела и не слышала. Я понимаю, что она, может быть, прошла, наш фестиваль прошел, быть может, не на высоком уровне, оно так и есть. Но моя цель была такова, чтобы видели, что дети все-таки, если их организовывать, они могут петь, и будут петь, и хорошо петь, и, возможно, станут профессиональными певцами, исполнителями. Кто знает, в будущем та же моя воспитанница Аида Декушева, быть может, станет звездой всемирного значения. Я в это верю. Звездой, быть может, станет и моя Аминат Шидакова. Все это меня радует. Я хочу, чтобы народ видел, что можно и так жить. Я хочу, чтобы руководители, те, от которых зависит наша вот такая культурная жизнь, самобытная нашего народа, от кого зависит, чтобы они наконец-то проснулись. Я счастлива, что фестиваль все-таки прошел. Спасибо. Хочется пожелать удачи Байдаму Чируковой, всем, кто принимал участие в подготовке праздника, и успехов в продолжении этого, такого трудного дела, просветительства. А завершаем мы свой небольшой рассказ об этом фестивале песней в исполнении лауреата фестиваля Аминат Шидаковой. Разве то не диво, ветви к небу вскинула молодая ива? Погляди же, погляди, разве то не диво, ветви к небу вскинула молодая ива. В травах цвета радуги заискрилась роса, стадо сонное пастух гонит на выпаса. Погляди же, погляди, разве то не чудо, в солнечных лучах и брус с белым сплошь верблюдом. Погляди же, погляди, разве то не чудо, в солнечных лучах и брус с белым сплошь верблюдом.